свои, я сейчас прочитаю, какие документы должны быть, да, в день голосования. Есть у вас записать или снять? Нет, вы же только что сказали, что просто прийти и зарегистрироваться. Да, мы Никаких записали документов не ваши данные, да? Да. И какие-то информации будут, мы вам посылали бы. Электронно, хоть по WhatsApp. Но мы же вас не знаем, вы шеф. Нет, я не за себя пришел. Нет, вообще говорю, да. Те, кто интересуется, мы всем даем. Интересуются в основном это партии. 5 партий мы отправили. Штабам, что такое постановление пришло. Нет, подождите, вот вы говорите, что можно просто прийти у вас здесь, зарегистрироваться, вот, дать удостоверение, и ты наблюдатель. Все правильно? Наблюдателями идут на избирательные участки. Ну. К нам вы можете прийти и сказать, что мы хотим независимые наблюдатели в день голосования быть на участке. Мы тогда знали бы вас, и вот такие, если письма будут, мы вам отправляли бы, чтобы вы были в курсе. Но так таковые, куда отправлять, мы не знали, я же говорю. Нет, а зачем отправлять? Вы должны были опубликовать это? Куда? Здесь нам не поручено. Я же говорю, обеспечение организации, составление списков лиц, подлежащих ПЦР-тестированию, обеспечение информирования и уведомление лиц, подлежащих ПЦР-тестированию, проработка получения именно статуса застрахованных. Это поручено акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент. В законе о выборах там написано, что за 30, статью не помню, что выборы выходят на основании гласности, жария, значит. Жария. А почему вы должны кому-то отдельно отправлять, а всем остальным? Я тебе не говорю, извините, тебе давать там жасын кишолар меня, да? Yeah. Мы отправляем, которые у нас зарегистрированы, это партии. Если наблюдательная организация какая-то была зарегистрирована у нас, мы им тоже отправили бы. Отправили бы. Если бы вы сами говорите, можно прийти, да, можно прийти и сказать. И сразу стать наблюдателем, да? Нет, в день голосования хотите. Нет, вот для этого вы идете в участковую комиссию. Какие документы нужны, вам, наверное, довели. Если не довели, можно попросить у нас, мы вам дадим. А, ну получается нельзя тогда. Почему нельзя? Нет, вы же говорите... Вот смотри, куда мне отправлять? Кому отправлять? Если вот такое письмо пришло. Кому отправлять? Ну ладно, хорошо, ладно. Гласность. Понятно, да, что Вот это... сам себе, Аслан, извини, сам себе противоречишь. Нет, я не противоречу, я уточняю. Гласность, вот посмотри, гласность у нас есть. Подождите, ну хорошо, да, вот я Да. сам себе противоречу. Вот за это что, вы бесплатно что ли здесь работаете или за свои деньги? Нет, не бесплатно. Это вся компания государственно оплачена. Да. Как это вам до народа довести, это как бы... Не мы должны вам говорить или у вас Вот спрашивать? Я вам говорю, 29-го, которое вышло постановление, это поручено акиматом областей. Поэтому мы этим не занимались. Но это письмо я отправил тем, которые прошли регистрацию здесь. Ну тогда не обвиняйте меня, что я вам адрес свой не оставил. Доверенные лица, они прошли регистрацию здесь. Мы им отправляем. Так, ладно, все хорошо, давайте. Понятно. Вот мы отправили вчера в облздрав. Отправили? Да, списки. Теперь они занимаются, да, действительно. Нет, так как они же нам могут сказать, что это, ну что список. Мы, допустим, напишем им, что вот у нас и объединение есть. Объединение написали? Алгоритм какой, скажите, Нет. вы же должны знать, какой алгоритм. Ну, пожалуйста, давайте, мы обычно сюда направлять должны. К нам пришло, мы регистрацию проводим, этих людей мы отправляем в СЕС. Список. И они распределяют по поликлиникам. Есть у вас такой список? Ну, мы в облздрав сказали отправить, все отправили. Ну, облздрав ответ дал вам? Ну, это же вчера вечером был, я ничего не знаю. Я с утра вот здесь хожу, к вам сюда пришел. Ну вот, я тогда вам отвечаю, если у вас список есть, пожалуйста, мы дублирование сделаем. Без вопросов. Нет, зачем дублировать нам? Если вы требуете, вот как теперь в районах будут этот ПЦР-тест проходить? В районах я не знаю, за район я не отвечаю, но у нас, я всем даже сегодня попросил, чтобы организовать прямой эфир, чтобы я там выступил и сказал по телевидению, что действительно без ПЦР-теста не будет допускаться к участным голосованию. Поэтому предупреждаем, у вас еще есть время. Вот вы сами как вы считаете, вот 5 дней до выборов осталось, с вашей стороны это как вообще выглядит? Успеете.
Как мы успеем? Мы простые люди, мы не государство, вот как вы здесь сидите. Нет, почему? Почему? Я, например, не госслужащий тоже. Я, например, тоже наш список отправили в Горсес. Мне, например, позвонили. Такого числа будете проходить. Все. Без никаких вопросов. Если у вас есть список, я могу отправить. Ясно, хорошо. Вот по поводу, как вы будете регистрировать, вы можете это сказать? Какие документы будут запрашиваться у наблюдателей на избирательных участках? Могу. Нет, вот словами я знаю так все. Просто Нет, скажите, чтобы перечислите. смотреть, должен, да? Чтобы не ошибиться. Ну, я это могу и без этого посмотреть. Вы тем более, наверное, должны знать все это. Я знаю. 4-5 документов. Вот смотрите. Подписанные письменные направления. Знаете, да? И удостоверение, и все. Нет, справка. Статья 1, статья 20, У точка вас 1. Первый государство- пункт. Нет, у вас государственная не политическая партия же? Нет. Нет. Если не политическая партия, тогда справка государственной регистрации. Где это в законе написано? Я смотрю на постановление ЦИК. А что у нас выше, закон или постановление? Сейчас это... Закон что, не имеет силы, получается, что ли? Этот вопрос не по адресу задаете. Как не по адресу вы? Именно на время проведения выборов Центральная избирательная комиссия установила или утвердила правила поведения Где она избирательного- утвердила? Она ничего не утверждала. Ну, вот Выпустила постановление, которое даже в Минюсте его не зарегистрировало. Я не знаю, то, что мы руководствуемся, пришло письмо официальное. А тогда закон зачем тогда? Закон о выборах для чего? А ковид пришел не по закону тоже? Надо Ковид соблюдать. год назад пришел, а вы только сейчас говорите, за 5 дней до выборов. Вы просили, какие документы нужны. Аслан, я тебе отвечаю. Вот Если нет. хотите, послушай. Не хотите, это ваше дело. Я отвечаю. Первое, подписанное направление. Вы об этом знаете. Если не политическая партия, я об этом спрашиваю, да? Если не политическая партия, справку о государственной регистрации, юридическое лицо, учетной регистрации. Третье, если не политическая партия, копию устава или положения, или выписка из них, заверенные печатью организации, направляющей наблюдателя. Цель деятельности, которая связана с реализацией защиты политических прав и свобод граждан. Второе, третье. Так, потом документ, устав или положение, или выписка из него, приказ или распоряжение о назначении руководителя направляющей организации доверенность на подписание документов организации, подтверждающего полномочия лица, подписавшего письменное направление наблюдателя. И последнее, то, что вы сказали, документ удостоверяющий. Вот эти документы вы должны иметь, когда будете посещать избирательные участки. Ну а как же закон тогда? Я же тебе говорю, полномочия Центральной избирательной комиссии – это во время выборов Выше закона? не выше закона. Не выше закона. А как тогда? Ну, в законе что там написано? 20 статья, точка Да. 1, там написано, что в первом пункте Я же вам написано объясняю. направление, В заверенное. связи с санитарными требованиями вносится, имеет право Это вносить. тоже постановление, правильно? И до этого было постановление или закон внесли изменения, что Нет. может быть. Я тут знаю. Мне, например, пришло письмо от Центральной избирательной комиссии, подписанное председателем комиссии. Я должен исполнять должен. Это они отвечают за выборы. Организационные моменты. Я же вам говорю, даже вот правила поведения избирательного участка, они спускают нам. Мы не придумываем ничего. Зачем тогда закон? Если закон выше, вы хотите оспаривать, пожалуйста, пути есть, оспаривайте. Я уже попытался оспариваться и в Верховный суд, и в Есильский суд, И как остальные. получилось? Они мне просто не приняли мое И заявление. что мне теперь предлагаете? Я вам Что вы предлагаю по предлагаете? совести работать, руководствуясь А что, законом. вы думаете, на мою совесть хотите? Да. По совести работаю или нет? Да. Я по совести работаю. То, что Конституционный закон о выборах, а вы мне здесь постановление какое-то говорите. постановление именно на время проведения этих выборов. А закон что, только когда выборов нету, что ли, работает? Я вам ответил, вы даже хотели оспаривать, ничего не получилось, теперь от меня хотите получить ответ. Еще есть вопросы? Есть, да. Давайте. Вот как, объясните, как в районах теперь будет ПЦР этот ваш завод? Я Допустим, не отвечаю, я вам сказал.
За районной областная избирательная комиссия есть. Районные избирательные комиссии есть. У них возьмите списки. Вы можете, если организация или общественное объединение, вы отсюда имеете право направить в облсес. Они оттуда дадут команду по районам. Такого нет, чтобы только в городе Уральске провести. Аспаеву отправьте письмо именно с указанием фамилии, имущества и имен, наверное, требует. Отправьте по району. Ничего такого зазорного я не вижу препятствия. Никакого препятствия я не вижу. Вот если вы сегодня отправили, вам должны уже позвонить. Да, такого числа вы будете проходить. Почему? Потому что это именно этим постановлением, тоже имеющее силу не закона, но нормативного документа, уже то, что я прочитал в постановлении, кому поручено, они должны обеспечить организацию. Где будут проходить? В районах СЕС или здесь сюда будут приглашать? Вот понятно. Вот у меня направление. Так. ПЦР теперь вписан туда должен быть или отдельно? ПЦР, если будете сдавать, я тоже не сдал. Между прочим, да, если будем сдавать, наверное, другую бумажку даст, положительный и отрицательный, справку. Что действительно я прошел тест, справку выдадут. Я сдам, например, 6 числа пойду, сдам, и мне предоставят, и у меня будет справка. То, что я прошел. Но сюда направление вписывать, мне кажется, не надо. Это отдельно будет. Вы должны заботиться теперь, чтобы действительно через облздрав пройти этот тест. Вот смотрите, в интернет-ресурсах, тоже прочитаю, да? В интернет-ресурсах местных исполнительных органов и управления здравоохранения должны быть размещены списки ответственных лиц за организацию проведения ПЦР-тестирования с указанием контактных телефонов, перечень лабораторий, привлеченных к тестированию, медицинской организации для оказания медицинской